Вот мать говорит, у нее было, не у меня. У меня было видение некой бесконечной вечности, по которой движется всеобщее сознание. А путь этого сознания мы и называем проявлением. Это видение объясняло абсолютную свободу. Нет, оно объясняло, как могут сосуществовать абсолютная свобода и абсолютная предопределенность. Да, видите, как вроде бы непонятно ничего, но я ее понял. Постараюсь объяснить вам, что она имела в виду. Вот здесь речь идет о, казалось бы, несовместимых вещах. Об одновременном сосуществовании абсолютной свободы и абсолютной предопределенности. Супраментальное сознание не видит в этом никаких противоречий, но для обыденного человеческого сознания это звучит как вызов здравому смыслу. Вообще, что это такое? Абсолютная свобода и предопределенность существуют одновременно. Ну, давайте поподробнее это рассмотрим. Судьба каждого конкретного человека прописана, хотим мы в это верить или нет, кому-то удобно верить, кто-то это отрицает. То есть судьба каждого человека при рождении в индивидуальной кармической программе прописана. Знаете, вот такой черновик, сценарий. И эта кармическая программа ведет человека по жизни, предоставляя ему мнимую или иллюзорную свободу выбора, или свободу воли. Вот есть программа, но человек волен ее нарушать, не прозревая, либо прозревая что-то нарушать. То есть может импровизировать, если это в пределах дозволено. Если в пределах не дозволено по этой программе, тебя бьют, тебя больно или каким-то образом ставят на место. То есть возвращают туда, что по программе тебе положено пройти. Вот. В случаях уклонения от предписанной программы, чрезмерного своеволия, если вы уж слишком эгоистическую волю включаете, да, кармический педагог принудительно вас возвращает в кармическую колею. И происходит это до тех пор, пока индивид не пройдет полный курс земного обучения, его воля не воссоединится с высшей волей. Абсолютная свобода вообще-то, когда высшая воля и человеческая воля едины. Вот тогда ты абсолютно свободен, потому что у тебя нет выбора. Вот знаете, когда есть выбор, нет свободы, вы же метаться начинаете, да? Или так, или эдак. А вот когда нет выбора, вы абсолютно свободны. Представляете, вот действует всегда и всегда без альтернатив и правильно. Это разве плохо? Хотелось бы так? И не больно, чтобы было, чтобы вас не били. Вот такая хитрая вещь-то. Вот когда игру эту понимаешь, вот найди себя, или найди Господа в себе, или найди себя в Господе. Вот когда понимаешь правила игры и знаешь, как все это устроено, все удивительно интересно становится жить. Проще гораздо, когда уже знаешь. Но если еще знаешь, но еще и выполняешь, то тогда вообще замечательно. Но если знаешь и не выполняешь, тогда плоховато. Для того, чтобы абсолютная свобода и абсолютная предопределенность состоялись как факт вашей жизни, необходимо пройти все этапы пути сознательной духовной эволюции и обрести супраментальное сознание. Все надо пройти постепенно. Без работы на этом пути бесполезно. Не только в этом вопросе разобраться, вообще действительно обрести абсолютную свободу и благодать, чтобы жизнь все-таки доставляла земная здесь радость. Не там ждать за заслуги в раю каких-то дивидендов, да, а здесь на земле уже состояться в новом качестве. Вот. Супраментальное сознание, оно абсолютно свободно. Абсолютно свободно от эгоистических притязаний, то есть свободно от несвободы в рамках эго. Вам кажется, что в рамках эго вы свободны, потому что выбираете, а там вы не свободны. Вот и то, и другое, свобода абсолютная предопределенность, как бы вот здесь
в свете супраментального сознания, они присутствуют одновременно. Если делом занимаешься, то вроде бы не свободен с точки зрения ума, как какая-то воля тебя ведет, а я хочу вот сам по-своему жить. Но на самом деле это абсолютная свобода. Вот парадоксальность вот как раз в этом. Потому что ум обычный, который привык к здравому смыслу, видит здесь какой-то бред. Вы же привыкли здравый смысл, так сказать, искать во всем. Так вот здесь нет здравого смысла. Вот когда ум не работает, тогда все в порядке. Как только он заработает и ищет здравый смысл, в новой жизни, в новом сознании здравого смысла вы не найдете. Вот и все. Таким образом, ты становишься истинно свободным и волен действовать так, как угодно божественному провидению. Должна быть одна воля. Тогда ты свободен. Ты же хочешь, чтобы у тебя все было хорошо. Хочешь? Так вот, когда божественная воля в тебе реализуется, у тебя все хорошо. Или хочешь хорошо делать так, как тебе вздумается, чтобы тебе было хорошо. Так что выбирайте, в угоду чему вы хотите жить. В угоду эгоистической воли или в угоду одной единственной воли, которая будет без проблем вас вести по жизни, да еще будете испытывать радость жизни, просто радость существования, поскольку жизнь сама по себе, она все-таки не может быть вот такой скукоженной, болезненной, деформированной, да, в поисках счастья какого-то эфемерного. Где вы его видели, когда-нибудь счастье видели? По телевизору вам показывают счастье? Но и в своей жизни не видели. Вы хотели хоть по телевизору его увидеть, а там тоже не показывают. Все время все не так. Видите как? Так вот в этом новом состоянии, когда ты действительно объединен, или твоя воля человеческая объединена с волей божественной, в этом новом состоянии тебе абсолютно ясно, что высшая форма свободы – это абсолютное подчинение божественной воле. Все. Выше свободы быть не может. В остальном всегда не свобода. Ибо сама по себе божественная воля ведет вас к единственно возможной реализации. И ты при этом не чувствуешь с ее стороны насилия. Когда вас насильно ведут, говорят, делай то, делай это, вы сопротивляетесь, а тут насилия нет. Естественным путем ваша человеческая воля, объединившись через посредство супраментального сознания с божественной, она ведет вас по жизни без всяких проблем. Абсолютная свобода в полном подчинении Господу. Других вариантов не бывает, поскольку смысл пребывания человека на земле – принести духовный плод. И коль вы его приносите, абсолютно свободны. То есть выполнили главную задачу. И просто живете в рамках абсолютной свободы. Абсолютная свобода, в общем-то, рамок не имеет. В рамках эгоистической воли там действительно рамки. Потому что кармический закон не дозволит вам слишком выходить за эти пределы. Понятно? Стукнет. Вот такие парадоксы в новом сознании. Потому что вот в новом состоянии сознания слова подчинение, свобода, они просто утрачивают свой привычный смысл. Утрачивают. И рождается нечто иное, что словами-то выразить практически невозможно. Ты не чувствуешь ограничений в свободе выбора, ибо ты не выбираешь, а сразу спонтанно действуешь. Вот видите? Ты не чувствуешь ограничений в свободе выбора, потому что ты сразу действуешь, спонтанно, выбора у тебя нет. Значит, отсутствует свобода выбора, но абсолютная свобода в подчинении божественной воле. Вот какая белиберда-то. Вы представляете, если вдуматься? Но божественному противоречия нет. Противоречие рождается только в нашем ментальном сознании. И это не иллюзия, свобода.
как это имеет место в рамках эгоистического существования. Потому что в рамках эгоистического существования у вас есть иллюзия свободы, что вы свободны. Но если вы делаете что-то не прописанное кармическим педагогом, значит, получив удовольствие, за него расплачиваетесь. Если вы слишком уклоняетесь от генеральной линии пути, вас больно бьют. Понятно? Хотя вам кажется, что у вас есть свобода. На самом деле ее нет. Потому что есть сценарий, который прописан, и согласно этому сценарию выстраивается ваша жизнь. Нашей душой, индивидуальной, она выстраивает эту программу. Понятно? Я вижу устойчивое и постоянное воздействие, пытающееся покончить с моральными ценностями. Ох, меня всю жизнь тревожили эти моральные ценности. Все расценивалось с точки зрения моральных ценностей. И если бы обычной морали нет, как ободряющие или разочаровавшие, как помогающие или мешающие достичь прогресса. Все истолковывалось с точки зрения воли к прогрессу, обстоятельства, реакции, движения. Понятие прогресса целиком основано на иллюзиях, а потому полная ложь. Привязка к так называемым моральным ценностям и вынашивание идеи прогресса на основе этих ценностей, что все, так сказать, станут поморальнее, почестнее, по справедливости будут поступать, это вообще полный бред. Да? Чего вы так туго со мной соглашаетесь? Да. Это самая вредная иллюзия, которая родилась в недрах человеческого ума. Церковь об этом твердит, моралисты всех мастей твердят. Толку от этого ноль. Мораль, как категория изменчивого ума, постоянно размывается и меняется в угоду извращенному сознанию, индивидуальному уж точно. То есть у вас есть какие-то моральные ценности, но они не всегда срабатывают, да, а иногда вообще вы о них забываете. А некоторые не знают вообще, что это такое. В угоду эго вся мораль способна быть попрана. А на этом вроде бы люди думают, и должен строиться прогресс духовный в человечестве. Бред, иллюзия, этого никогда не будет, никогда не было. Демагогия сплошная. Никакому духовному прогрессу все эти моральные ценности, они не способствуют. Потому что человеческая изнанка, подсознание вот это грязное, она не меняется, она остается прежней. Ничего не выгорает, ничего не выкипает, все там в помойке в этой сидит. Вот самая настоящая работа начинается на пути, когда грязь из вас наружу лезет. Вы же понимаете теперь? Вот та помойка. Чтобы уж морали не было, надо, чтобы помойка выгорела, и тогда и мораль не нужна, вы просто будете жить по духу, как душа положит. Но это должно выгореть. Вот в работе на пути это происходит. Насчет прогресса, то наблюдается лишь научно-технический прогресс, который, в свою очередь, духовно обеспложивает сердца людей, заставляя их поклоняться новому земному Богу, человеческому интеллекту, который изобретает технические всякие совершенства. Понятно? Ему начинают молиться, научно-техническому прогрессу, в который вы тыкаете каждый день пальцами, гоняете там туда-сюда, смотрите фотографии, порнографии, у кого что. Вот научно-технический прогресс посадил вас в клоаку, в помойку полностью. Сегодня прогресс только в том, что, вот я уже говорил, то, что видно, кто есть кто. Кто идет туда, откуда не возвращаются, да? А кто идет в нужном направлении. Откуда не возвращается на духовную стезю. То есть идет мощная поляризация, то есть растягивание сознания индивида по полюсам. Вот такое сегодня время. В этом прогресс наблюдается. То есть нет вот чего-то среднего или усредненного, есть конкретно свой-чужой. Куда ты идешь?
Это хорошо. Божественная воля, она руководствуется не категориями человеческого ума, там, что морально, что аморально. Она руководствуется неприходящими духовными ценностями, которые естественным образом раскрываются в человеке в его истинной сущности, не в каких-то, так сказать, прописанных или приписанных категориях. Потому что душа не может поступить аморально, она не думает, как поступать, так или сяк. Она просто поступает, и это всегда не во вред ей, не во вред другим. Вот и все. То есть без выбора. Шри Аврабин до создания всякого рода движений. Любая реклама – яд для серьезной работы. Меня все уговаривают вступить в этот самый YouTube. Я говорю, что это такое? Там между моими какими-то рассуждениями будет, простите, реклама презервативов, например. Там без рекламы нельзя. Зачем реклама? Тому, что, если угодно Господу, оно пойдет без всяких этих самых педалирований или ускорений, вы меня понимаете, да? Зачем? Если это не надо, то это тоже хорошо. Кому-то ведь надо немного, да? А если широко, вроде как, поинтересуются, да, и забыли, потом что-нибудь другое качнут в этом вот пространстве виртуальном, да, что-то другое накачают себе, найдут, ясно? Вот кому надо, тот слетится. Пчелы знают, куда лететь, да? А? Мухи тоже знают, куда лететь. Вот и все, я не вижу никакого смысла куда-то там выставляться. Просто как-то глупо. У меня никогда даже не было мысли, чтобы выступить с каким-то роликом, сказать, ребята, вот вы здесь застоялись все, вот, я знаю, куда идти, идите. Мое дело сказать о себе, сказать о других, которые этим занимались, знали, чем занимались, и результаты есть. А ваше дело принять или не принять, агитировать, афишировать, это глупость, по-моему. Я изначально понимал, что если это истинное, оно пойдет. А если нет, там делай что угодно. Вот мое мнение такое. Я цитировать продолжаю, что Аврабин, я немножко отвлекся. Любая реклама – яд для серьезной работы. Или еще движение. В случае моей работы движение означает создание школы, секты или еще какой-нибудь чертовой бессмыслицы. Сотни или тысячи никчемных людей придут, чтобы помочь в работе, но вместо того разрушат ее или сведут к помпезному фарсу, а истина уйдет и скроется в тайне и молчании. Именно это случилось с религиями, именно это привело их к краху. В смысле к краху, ибо все религии едины в одном – в духовном бесплодии. Так вот, только индивидуальная творческая работа, еще раз хочется подчеркнуть, я думаю, что вы это усвоили, но я не устаю это повторять, только индивидуальная творческая работа духовно одаренного человека, то есть человек, который стремится к духовной реализации, на пути сознательной эволюции способна принести достойные плоды. И никакой иной вариант к этому не приведет. Любая коллективная организация, созданная под эгидой духовности, способна погубить то истинное, что лежало в основе учения, допустим, выбранного организаторами в качестве щита, прикрывающих полнейшее духовное невежество. Вот они выбирают какое-то учение, сами невежды, но прикрывают свое невежество вот каким-то учением, у кого-то взято. Понимаете, да? Так произошло с учением Спасителя, обесплодили его совершенно, ничего там не осталось, совсем ничего живого не осталось. Или вы еще сомневаетесь?
Ну, можно назвать десятка-два людей известных, которые вышли, вопреки тому, что им говорили, вопреки тому, что от них требовала церковь, но они творчески, индивидуально. Правда, в лоне этой организации, под эгрегором, но все-таки результата добились, понимаете? А так, в массовом масштабе, ну и что? Обряда веры и больше ничего, ноль. Обряда веры, технические христиане, так, технические, и все. Покажите, где урожай-то собирать, на каком поле. Потому что то, что принес на землю Спаситель, принес учение новозаветное, обретение Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа, где оно? Кто об этом говорит? Какая церковь об этом говорит? В игрушки все играют. Им отвечать, это их дело. Каждый отвечает за все содеянное здесь. Индивидуально теперь. Сейчас коллективной ответственности уже быть не может. Некоторые думают, я туда пошел, меня вели, меня довели, и я на суде, думает, вдруг суд-то будет, скажу, а вот я был ведом, кем-то фамилию назовешь. Ну и что? Евангелие-то обращено к конкретному человеку, а не к организации, которая узурпирует и то, что выгодно, оставляет, а то, что невыгодно, по умолчанию просто вырезает. По умолчанию не говорит об этом. Там написано, но об этом не говорится. Это корректировка по умолчанию. И догматическая христианская церковь полностью выхолостила из учения Спасителя живой дух. Полностью выхолостила дух истины. Оставив лишь мертвые разглагольствования о Боге, ритуальные процедуры, якобы позволяющие воссоединиться с Господом и попасть, продолжаю, в рай. Там же все раем заканчивается, по-хорошему, а по-плохому адом. Будете все выполнять, рай. Нет, не обессудьте. То есть там приговор уже изначально вынесен в догматах. И никто не спасется, ни мусульмане не спасутся, никто вообще. Только допустим, православные. Остальные христиане тоже не спасутся. Видите, когда идет деление на совершенно, враждующие станы, согласно узурпированию какой-то части истины, они между собой враждуют. Вот эти попадут в рай, а эти нет. Но когда ненависть, когда, презрение к тем другим людям, которые имеют духовный талант, не могут его реализовать, не могут они к вам прийти, не могут, потому что у вас тоже ничего нет. Понимаете? Не могут. По традиции не могут, допустим, прийти. А путь сознательной эволюции, пожалуйста, и мусульмане, и христиане, и протестанты, и умные, и атеисты, и ученые. Собирайтесь. То есть никакой дискриминации нет. Ни возраст, ни пол, ни социальное положение. Понимаете? То есть вы брошенные люди, которые не прибились ни к одной религии. Нельзя же брошенных оставлять брошенными. Я пытаюсь хоть с брошенными поговорить, с отбросами духовными. А чего вы смеетесь? С точки зрения кого-то там. И чем замечательный путь сознательной духовной эволюции, который является действительно венцом духовных исканий человечества, так это четко прописанными практическими рекомендациями, позволяющими каждому искренне стремящемуся обрести истину, еще раз повторяю, независимо от пола, возраста, социального положения, ориентации, какой-то, в смысле, духовной ориентации по традиции, вне всяких организаций, вне коллективных посиделок, без помощи посредников реализовать свой духовный потенциал и, соответственно, принести достойный духовный плод здесь, на земле, а не ждать там суда где-то, куда тебя направят, в ворота рая или в ад. Ясно? Здесь, на земле, каждому.
можно разом избавиться от половины ашрама и не потерять ни одного искателя истины. Люди думают, что стоит им приехать сюда, и они автоматически становятся учениками и егинами. Это не так. Все дело в ментальной бедности. Повсюду только и слышишь: ага, у них те же идеи, что и у нас, они учат тому же, что и мы. Так вот, мать видит в большинстве насельников ашрама болтунов и бездельников, которые приехали в святое место не по зову божественной души, а по любопытствующей воле витального эго, который ищет там духовности, просветления или еще что-то, любопытствует в этих вопросах. Эти болтуны и бездельники, нахватавшись в духовном плане, как правило, все понемногу, и это, то, сё, пятое, десятое, знаете, приезжает уже нахватавшись. То есть наевшись, не сразу туда, а там посмотрели, здесь посмотрели, что-то понравилось, что-то не понравилось, приезжают. Вот. И уже у них по приезде-то взгляды есть на духовную работу, сложившуюся. И считают они, что само их присутствие в ашраме Шни Авробинда делает их автоматически его учениками. То они уже здесь, на этом месте в истине состоялись. Так вот, в свое время Гаутама Будда организовал, с дуру, надо сказать, духовный орден. Организовал. Помните эту историю? Я писал о ней в книге «Уроки из будущего». Организовал духовный орден, но вскоре понял, что совершил ошибку и заявил, что лучше странствовать одному, чем с дураками. Так вот, что касается предлагаемого нами пути сознательной духовной эволюции, то люди, весьма поверхностно ознакомившись с ним, пытаются уравнять его с другими известными им духовными, псевдодуховными учениями, находя здесь и там похожие слова. Как по словам люди реагируют. Они в смысл не вникают, но слова видят похожие. Ну, там истина, воля, да, божественная, еще что-то. Ну, у кого какие слова, какие ассоциации, с чем возникают. Мне иногда приходят люди и говорят: о, у вас тоже там у какого-то Петрова или там этого самого Раздолбаева. Я говорю: да нет, у меня, ну, так, я, к примеру, я же не знаю, я фамилии не знаю. Вы, говорит, читали его? Я говорю: к счастью, нет. На меня смотрят: как это к счастью нет? Вот. Там же счастье вот заложено. Но если бы мне надо, к счастью, почитать, я бы, наверное, почитал. То есть у меня все-таки достаточно большой круг чтения на духовные темы. Ну, большой, достаточно. И если бы что-то было нужное, наверное, оно попалось бы. Вот. Но, видите, они как-то на меня уже смотрят, потому что им это понравилось, нам все просто. У меня тоже просто. Привлекает, гляди на кончик носа и больше ничего. То есть они как-то взяли вот эту простоту, гляди, и вот весь метод. Представляете? Проще-то вот, куда уж. А это как один из вариантов ленивой медитации, там, помогать на начальном этапе, дать возможность установить стойкий контакт с божественной силой. Вот и все. Как вспомогательный метод. Плюс к тому, что еще одно, другое, третье. Потом дальше разворачивается целая, так сказать, эпопея духовная. Правильно? Постепенно, не сразу. Вы втягиваетесь туда. А то на кончик носа и все. Я, говорит, смотрю, у меня все гудит, но что-то все болит, и вообще все плохо. И на работе, и дома. Вот и все. То есть совершенно элементарное невежество в этом вопросе, в нашем. Вот. И не случайно нами выделены 7 принципов, или 7 принципиально значимых моментов, которые определяют путь сознательной духовной эволюции. И если хоть один из этих моментов не отражен в предлагаемом вами варианте духовной работы, ну, говорят, да, то же самое, путь сознательной эволюции. Но вот эти 7 моментов, если там не отражены, 7 принципов, о которых мы говорим, вот одного нет. Вам предлагают не то, не путь сознательной духовной эволюции, а нечто другое. Я не буду их перечислять, эти принципы, вы их должны вообще-то перечитывать иногда, если вас начинает клонить куда-то в сторону. Если не клонит, то ничего.
Понятно? Но если будет уклон, вы перечитайте то, что вам предлагают, и что в этих принципах заложено. Ясно? Это на всякий случай. В общем, истинно только одно – дело. Не говорить, не сверкать, не болтать, не обещать, а делать, говорит мать. Как я ее понимаю? Только неустанная практическая работа по последовательной реализации пути сознательной духовной эволюции способна проявить духовный талант, заложенный в человеке Господом. Только практическая работа по постижению божественной силы и ничто другое не способно привести вас к полноценной духовной реализации. Ничто. Только практическая работа по постижению божественной силы или Духа Святого, как хотите. Если этого нет, то вообще ничем вы не занимаетесь. Серьезным. Вопрос Сатпрема. Если ты добьешься трансформации в своем теле, сможешь ли ты передать это другим? Твой опыт и реализации могут быть переданы? Ответ матери. Это вопрос заражения. Духовные вибрации заразительны. Тут и сомневаться не в чем. Ментальные вибрации тоже заразительные. Даже витальные вибрации в какой-то мере заразительные. Не самое лучшее, правда, но зато это заметно. Посмотри, как легко распространяется гнев. Так что и вибрации клеток не должны быть исключением. Вот здесь ею поднимается вопрос о принципиально новой возможности, передачи импульсов духовных людям, которые готовы их принять. Но пока в практическом плане ничего не сделали, понимаете, да? Но готовы принять, то есть имеют духовный талант и открыты как приемник вибрациями новой жизни. Вот. И если такое станет возможным, я считаю, что здесь мать права, заразительность вибрациями высшей частоты, она не просто возможна, она просто должна быть. На мой взгляд, она должна быть. И если такое станет возможным, то духовный урожай на эволюционной ниве станет значительно обильнее, чем это было до сих пор. Это уже не единицы, не десятки, а гораздо больше. Духовных плодов. То есть духовно одаренные люди незримыми путями станут пробуждаться к сознательной эволюционной работе. Тот импульс по пробуждению стремления, заразительность. Понимаете? Так же, как импульс к совершению разного рода противоправных поступков и глупостей со стороны астральных сил враждебных, да, также вибрация духовная способна сподобить людей, которые несут в сердце духовный талант, но пока не приступали к реализации или находятся в поиске, или даже не подозревают, что он у них есть, что они могут пробудиться и проснуться. Но для этого в земном человечестве должны появиться истинные носители духа, которые станут благими заразителями пространства вибрациями божественной благодати. Должны появиться отдельные экземпляры. Откуда они возьмутся? Откуда? В этом зале должны быть заразители. Вообще, идущие по пути сознательной эволюции, наверное, сегодня это и есть сеятели или заразители, как хотите, направо-налево. Понимаете? Откуда они возьмутся, кроме как с тех людей, которые действительно занимаются сегодня делом, духовной работе. Знают, что делать, как делать, и приносят духовные плоды. И тогда эти могучие светильники духа, непрестанно стяжающие ту силу или благодать, находясь в состоянии полной энергетической прозрачности, то есть, знаете, излучать во всех направлениях эти вибрации. Это нормально? Конечно, нормально. Те, кто готов принять, примут.
Те, кто не готов принять, с ума сойдут. Ну, все бывает. То есть я могу сказать, что двоякое действие этих вибраций. Свет, он там, где темно, если он туда попадает, то там еще хуже, наверное, да? Потому что котчится, так сказать, вот те силы, которые противны свету. То есть, опять-таки, идет процесс выявления, кто есть кто, свой-чужой. То есть, идет поляризация. И это нормальное явление, это задумка Господа, она, в общем-то, даже укладывается в рамки человеческой логики, обычной. Духовная заразительность, вот то, что вселяет надежду действительно в сердца тех, кто, глядя на плачевное состояние современного мира, готов отчаяться. Но отчаяться-то можно, но это ни к чему не приведет. Поэтому те, кто готов отчаяться, могут, заразившись этими вибрациями, все-таки найти для себя выход. Сегодня имеется отдельный опыт духовного становления, не исключающий эту возможность. Например, в семьях, где клеточная или вибрационная связь между родителями и детьми очень сильна. Состоится, например, в духе родитель, дедушка или бабушка, появляется шанс у ребенка, если у него есть хоть какой-то духовный талант. Вот подхватить эту заразу, понимаете, да? Ну, в хорошем смысле. Вот такие дела. И наоборот, дети могут пробудить родителей. Так бывает тоже. И как сказал преподобный Серафим Саровский, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Это, наверное, вот к тому, что говорит мать о заразительности вибраций высшего света. С этим восприятием высшего, охватившего все, что было, что есть и что будет, пришло условие нереальности цели, и даже не нереальности, а бесполезности цели, бесполезности ее иметь. Нет, даже не так. Несуществование цели, даже воля к переживанию опыта, оставшаяся в теле, и та ушла, говорит мать. А на чем она говорит? Она говорит о том, что в серьезной духовной работе цели быть не должно. Цели. Цель рождается где? В нашем уме или в эмоциональной сущности. То мы хотим что-то получить. Да? Цель – это отнюдь не стремление. У нас должно быть стремление. Стремление воссоединиться с Господом. Вот что должно быть. Не цель здоровье поправить, цель там родиться в духе, цель обрести бессмертие, там, цель еще какая-то, там, 5-я, 10-я, знаете, промежуточная, конечная. А вернуться домой. То есть нереальность цели. Цель – это продукт эго нашего. Как только вы включаете эго, определяете цель и идете к этой цели, вы никуда не идете, вы идете в тартарары. Все. Жить, пребывая полностью в Господе, в божественном сознании, вот та, глобальная цель, что ли, которая не есть цель, а есть стремление вернуться домой. Даже физическое тело, долгое время активно сопротивлявшееся эволюции, а затем устремившееся в направлении к божественному, становится покладистым. И хочет просто быть вот в этой новой жизни, в этой вибрации, в этой новой энергообменной среде. И внутренняя позиция человека, который не имеет цели, а имеет сердечное стремление воссоединиться с Господом, это на все твоя воля, готов, сдаюсь, все принимаю. Вот это правильная позиция. Все. Очень простая позиция это. Когда цель, там сложностей много, да? А тут простая позиция. На все твоя воля. Что еще-то?
И это становится настолько естественным, это не слова, это твоя позиция, все. Слова, может, раньше они и говорились, но говорились не искренне, потому что эго все-таки молится, эго говорит, вот, а на все твоя воля – это просто то новое состояние, в котором вы с некоторых пор пребываете, если правильно работаете на пути. То есть, по сути, когда вы уже полностью стоите на позиции «на все твоя воля», это само собой уже разумеющееся, да, то вы уже пребываете в достигнутой цели существования. Понятно? Когда на все его воля. Тут слово «цель» не подходит, но вот вы приплыли. Без всякой цели. Просто сдаваясь на его волю. Благодаря его за все, потому что кармический педагог очень тогда правильно, если вы согласны, так сказать, с его волей, тогда он у вас бьет аккуратно и правильно. Ясно? По минимуму, если вы действительно готовы принять волю. Но что касается работы на пути сознательной духовной эволюции, то как можно раньше откажитесь от преследования какой-либо цели. Там, выйти в нирвану, родиться в духе, наработать вибрационное тело. Как мне один человек говорил, он говорил: Александр Васильевич, а я наработал вибрационное тело. Я говорю: сходи, УЗИ сделай, там, а что еще-то? Я ему могу посоветовать. Ну, вы же должны, иди, там есть еще магнитное, резонансное. Он меня так смотрит. Вот. Ну, вы же, я говорю, я тебе еще адрес дать. Крематорий адрес могу дать, но еще рано. Трудись. Вот у него цель есть, вот наработать вибрационное тело. Боже мой. Вы не задаете себе таких вопросов? Ну, себе, мне знаете, куда я вас пошлю. Адрес знаете. Так что трудитесь, оно само наработается, и когда вы уже будете результатом духовной реализации, вы никогда не спросите, что вы там наработали, а что нет. Ясно? Вы будете с ответом на все вопросы. Вы сами, ваше состояние. Ясно? И никого не спрашивайте. Просто трудитесь. Исчезнут вопросы, все, вы все сделали. Коль есть вопрос, какое вибрационное тело, о чем ты говоришь? Откажитесь от этой мысли. Так что если вы открылись божественной силе и не мешаете ей работать, то все, что нужно, она сделает сама, без вашего участия, без вашего. И никакого ментального анализа, никакого. А то люди пошагово там анализируют или что-то там необычное, анализируют, ждут, вот мучаюсь уже 2 месяца, что вот у меня было, ждал вот встречи с вами, чтобы вы мне ответили на этот вопрос. Да забыли уже давно, это все ушло, он 2 месяца мучается. Эго тебя мучает, вот и все, ты-то что мучаешься? Ты вместе с ним и мучимое существо. Не отвлекайтесь от позиции наблюдателя, будьте вместе с ним, только здесь и сейчас, ничего не анализируйте. Вот смотрите, что происходит, и без всякого анализа. Ничего не объясняйте, не пытайтесь объяснять. Видите, как все упрощается в духовной реализации сегодня. Но это высший пилотаж, и результат есть зато. А без высшего пилотажа вы как, на 3 хотите тут прокоптить духовный этот самый небосвод? Не получится, только по высшему разряду. Бесконечно множественный, вечный и синхронный абсолют. Чувство сцепленности вещей ушло. Понятие причины и следствия тоже. Все это принадлежало миру, пространства и времени. Вот новое сознание глядит на этот мир и видит его действительно в совершенно ином ракурсе, чем
ментальное, обычное человеческое сознание. Взгляд на окружающий мир и на все в нем происходящее состояние, где, в общем-то, нет ни времени, ни пространства, ты где-то в беспредельности, в вечности, в безвремении, да, он коренным образом меняет ваше восприятие реальности. Реальность воспринимается совершенно по-другому, совершенно не так, как это было с вами раньше. Жесткий детерминизм – это причинно-следственная связь восприятия мира, как порождение ума, сменяется гибким процессом плавного превращения одного в другое. В каждое текущее мгновение все меняется. Нет вот таких резких изменений, зигзагообразных. Все очень пластично происходит в каждый момент времени, а ум наш, он все время от этой точки сюда, от этой в эту сторону. Здесь этого нет. То есть пластичность мышления, пластичность восприятия мира, все в нем происходящее, без зигзаг, без каких-то там этих самых потрясений, без ускорений. То есть нет ускорений, нет потрясений. А ум наш, он как стоп-кадр. Остановились, потом следующий кадр. Бегом туда. Знаете, вот это нервотрепка. Новое сознание так не функционирует. Оно совершенно по-другому. Видит мир, само живет по-иному. То есть нет этих рывков, ускорений, торможений. Это удивительная вещь. Действительно удивительная вещь. Удивительно, если ты еще помнишь, как жил до того, в старом сознании. Когда ты забываешь вот старую свою жизнь, кажется, что так было и всегда. Ну, с некоторых пор это совершенно не сравнимо с тем, что было раньше. Я знаю, что раньше было все не так. А как, не могу. Вот не могу попробовать, как было раньше. Ну, когда я попробую, как было раньше, а теперь посмотрю, как это сейчас. То есть уже туда не вернешься, попробовать уже нечего. Вот. Просто все по-другому. Абсолютно синхронный, действительно абсолют. И для тебя это становится таким привычным и очевидным, что перестаешь обращать на это внимание. И тебе становится понятным, что постоянная текучесть мировой материи – это способ существования Вселенной. Каждый текущий момент времени, не там минута, допустим, не час, не секунда, а в каждый текущий момент времени прошлое, будущее, настоящее встречается, поэтому нет никаких разночтений и разделений. Все пластично течет. Нет ничего конечного, все существует в вечной динамике. Вот ничего кончиться не может. Обязательно все это переходит во что-то, неважно во что-то иное, другое, но не может это перестать существовать. И вот с некоторых пор ты понимаешь, что коль ты вот в новом состоянии сознания оказался, родился, то вся дальнейшая твоя жизнь или существование индивидуальное, оно не может прерваться никак. Рождение в физическом теле само по себе есть уже причина смерти. К такому конечному выводу может прийти человеческий ум, который ограничен рамками материального мира. Но новое видение на этом не останавливается, оно выходит за пределы материального мира, в котором живет наше физическое тело, за пределы ума, и видит там жизнь, вот за пределами материального мира, который не исчезает со смертью тела, а плавно перетекает в нечто иное, непрерывное в своем существовании в вечности. То есть рождается нечто, что уже исчезнуть не может. И это свойство текучести материи хорошо просматривается на примере телесной трансформации. Пока мы существуем в замкнутом телесном контуре, то есть своеобразном энергетическом болоте, текучесть материи минимальна, и течение ее направлено не на обновление организма, а в сторону деградации материи. Вот по контуру энергетическому внутри тела движется энергия. В этом болоте, так сказать, сама по себе жизнь протекает, как бы его ни пытались оздоровить. Если нет проточной энергетической системы, то это ведет, согласно сценарию жизни в материальном теле, неотвратимо к печальному концу. Но как только мы становимся
проточной энергетической системы, когда открываем нисходящий поток, который входит в макушку головы, да, а излишки ее выделяются через выпускной клапан, после поднятия энергии кундалини, открытия этого выпускного клапана, да, то начинается плавный, мягкий процесс эволюционной трансформации материи на телесном уровне, который завершается наработкой в коконе физического тела или проявлением, лучше сказать, вибрационного носителя жизни вечной. Если вы не разомкнете контур, не станете проточной системой, то у вас не будут проходить те процессы, которые в конечном счете приведут к проявлению носителя жизни вечной. И вот носитель жизни вечной как раз и выходит в свет, выходит в мир, уже, так сказать, в состоянии сознания, которое обладает пластичностью, а не конечностью существования. И жизнь становится ваша не зигзагообразной, а действительно плавной, пластичной. На любом плане бытия вы способны существовать. Потому что нет того отрезка, на котором вы будете деградировать. Ясно? Вы постоянно обновляетесь. Вертикальное время, вот помните? Нашу жизнь или индивидуальное наше сознание или жизнь индивида поддерживается в текущем моменте времени, ибо мы из линейного времени переходим в вертикальное. Там, где линейное время, ну там начало и конец. В вертикальном времени нет начала и конца. Человеческое безумие доходит до того, что люди готовы превратить в религию все, что угодно, ибо им нужны строгие рамки для их узких мыслей и ограниченных возможностей. Они чувствуют себя в безопасности, лишь когда могут сказать «это правильно, а это неправильно». Так вот, фрагментарное разделительное человеческое сознание – всегда раскладывает все по полочкам. Всегда. Ну, в той или иной степени, но обязательно нужно все разложить как-то, да? Вот. Дабы иметь во всем полную определенность. Это черное, это белое, это да, это нет, это правильно, а это неправильно. Ну, вот всегда, да, чтобы знать, что нужно делать, а что не нужно. Этот принцип ментального сознания, оно по-другому, по-иному не может. И подобным образом человек с ограниченным видением мира стремится психически себя обезопасить, чтобы не делать того, что не нужно. Вот нет, делать только то, что да. Понятно? И, соответственно, поместить себя в некие комфортные условия, где ему все хорошо знакомо и не требуется никаких дополнительных усилий для идентификации. То есть все становится ясно. Это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. Ну вот в рамках здравого смысла человек ограничивает себя во многом, но зато он чувствует себя безопасно. Все положительное в нем или вокруг него, он думает, что это и есть вот главное, что в этой жизни нужно обрести. Он выстраивает, если это в плане духовных поисков, то такой человек выстраивает для себя некий комфортный религиозный мирок или духовный оазис, если хотите, превратив, например, в религию здоровый образ жизни. Можно же? Вот вам религия, нормальная религия, безопасная религия. Вот. Кому что понравилось, сколько кушать, как, сколько витаминов, что вредно, что полезно. Причем самые полярные взгляды бывают на одни и те же вопросы, на одни и те же продукты. Ну вот тебе понравилось это взял. Могло понравиться другое, совершенно противоположное. Как вы знаете, в мире ментальном один и тот же продукт, он абсолютно в голове у какого-то там умного человека, да, он абсолютно полезен и необходим, а у другого критика, да, тоже очень умного человека, он вообще ведет к смерти.
Ну, что вы выбираете? Ну, первая книга, которая вам попадется, вот вы, наверное, и так и расцениваете предмет, о котором идет речь. Правильно? Первая. Если вторая не попадется, у вас уже религия. А если появится вторая, вы нет, пойду третья искать что-нибудь. То есть это ментальный человек. От него другого не ждите. То есть здоровый образ жизни, правильное питание – это, в общем-то, религия сегодня для многих. Да? Нормально? Ну, правильно питаться же хорошо. Тонкий кишечник работает, все, толстый кишечник, поджелудочная железа. Вы должны ощущать, как это все происходит, да? Благодарите Господа за прием пищи, потом знаете, что она расщепляется там последовательно, попадает в кровь, да? Обогащает витаминами органы и системы. Нет у вас таких мыслей на эту тему? Нет? Знаете, вот религия. То есть вы вместо «на все твоя воля, Господи», куда пища идет, вот, в каком месте она сейчас, полностью эвакуирована из желудка или нет, смотрит, через 3 часа должна уж точно, а у вас отрыжка, это нехорошо, надо идти к врачу. Понимаете? Ну, через 3 часа вот все должна уйти. Ну вот видите, занятий-то сколько сразу прибавляется. Вот вам религия. И чувствуете вы, когда у вас правильное питание, здоровый образ жизни, да, вы чувствуете при этом абсолютно себя неуязвимым в отношении болезни, старения тела. То есть у вас вселен оптимизм этой религии, которой вы занимаетесь, да? То есть у вас есть цель продлить земное существование, ну, до бесконечности желательно, а там как получится. На деле все оказывается наоборот. То, что ты более всего боишься потерять, а это физическое тело и физическое здоровье, непременно потеряешь. А забота о душе так и остается в сторонке. То есть абсолютно люди, которые выбирают для себя что-то частное на потребу телу или в угоду витальному, о душе никакой заботы. Но они иногда говорят, ну, мы тоже ведь духовные работы, значит, читаем, иногда молимся, но это по остаточному принципу. Мало чего остается от здорового образа жизни для того, чтобы серьезной духовной работой заняться. Всегда здоровый образ жизни будет религией, которая стоит на первом месте. Ну, чуть-чуть, может, и духовная. Ну, чуть-чуть, по остаточному принципу. Понятно? Не в здоровом теле здоровый дух. Вот вам внушили это плакату. Вот. Там, где дух здоровый, там и тело максимум здоровья обретает. Максимум возможный для данного человека. В чем состоит истинный смысл жизни? Чему она соответствует? Что стоит за ней? Почему Господь сделал ее такой? К чему он идет? Что он хочет? У него явно есть тайна, и он ее хранит. А мне и нужна его тайна. Ну, проникнуть хоть отчасти в тайну Господа позволяет нам следование по пути сознательной духовной эволюции. Продвигаясь на этом пути, мы способны понять или постигнуть, правильно сказать, смысл нашего появления на Земле, смысл существования всего земного человечества в целом. То есть снятие покрова с этой тайны делает нашу жизнь осмысленной, интересной и содержательной, предметно-содержательной. То есть мы живем согласно правилам и законам, которые прописаны свыше, не придуманы людьми, не философами, не учеными, а действительно высшими принципами, которые Господь наложил в сознание, так сказать, вот, вложил в сознание или в цель существования земного человечества. И снятие покрова с этой тайны действительно делает нашу жизнь содержательно интересной, и она больше уже не видится как некая трагическая случайность. Вот кому-то повезло, а я бедный, несчастный, страдаю. Ну, глядишь по сторонам, кому-то везет. То есть как в лотерею.
Для всех, в общем-то, условия одинаковые. Понимание и знание того, что тебе делать и как это делать, они прописаны. Пожалуйста, делайте то, что нужно, и правильно делайте. И тогда действительно будет корректировка, по сути, автоматически кармической программы происходить, поскольку вы не сопротивляетесь тому, что вложено в нее, что вы, чем больше страдаете, вам кажется, что тем менее внимания Господь вам уделяет, хотя на самом деле наоборот. Он пытается подкорректировать вашу жизнь, чтобы вы все-таки в нужном направлении ее проживали. Понятно? И не завидуйте тому, у кого все, казалось бы, по жизни легко. Либо у него кармическая программа согласно плану протекает, либо Господь, такое тоже бывает, уже на него внимания не обращает. Знаете, пусть делает что угодно, но уже как бы душа пускает руки владельцу тела, да, ну ладно, делай что хочешь, но, так сказать, толку от тебя мало. Либо еще есть третий вариант. Ну, вроде бы успешный человек, ну и зрелая душа, ей сейчас еще не время себя проявлять в духовном плане. Не завидуйте этим людям, потому что страдания и болезни – это сигнал СОС, что вы делаете не то, не то, не то. Вам предписано одно, вы делаете другое. Жизнь – это игра Господа в прятки с самим собою. Когда-то Он по каплям себя разбросал во множестве человеческих сердец, да, а теперь пытается как бы способствовать тому, чтобы вот эта капелька вернулась в океан божественного. Вот. Чтобы вот эта индивидуальность наконец познала целое, воссоединившись с Господом. То есть, что такое целое? До тех пор, пока мы не станем, как капля божественного, да, во всеобщем океане не выйдем на эти просторы, мы так и не сообразим, кто мы и что мы в конечном счете, для чего мы здесь появились. И не ищите никакого иного смысла жизни, он предельно прост и становится понятен, когда наша истинная сущность через посредство Духа устанавливает стойкий контакт с всеобщим божественным. Вернуться домой – вот смысл жизни. Истинный смысл жизни. Не цель. А люди, пребывающие в неведении, считают, что смысл жизни состоит в самой жизни, в получении от нее удовольствий витальных, или в росте научно-технического прогресса, ну и еще есть варианты, или в продолжении рода, или в создании каких-то шедевров искусства мирового, там, которые будут следующее поколение оценивать, пусть сейчас тебя не оценили, но ты непризнанный гений, такое тоже бывает, да? Так что люди думают, что в этом состоит смысл жизни, это, увы, не так. Конечно, вы можете думать на эту тему что угодно, но новое сознание говорит, что это не так. И божественная логика тоже подсказывает, нечеловеческая, что что-то должно быть в жизни. И человеческая логика, упершись куда-то в стену, говорит, ну какая-то тайна должна быть, или все так вот родился, впереди все, вторая половина жизни, расплачиваясь за то, что первое делал не так, за удовольствие, старение, болезни, смерть, лечение. Сейчас очень медицина неплохо поставлена, да? Такая убойная медицина. То есть вторая половина жизни у вас наполняется смыслом, бороться с болезнями. Ну, смысл-то есть все-таки. Понятно? Бороться именно. И победить. А победитель нет. Это соображаете иногда. Иногда соображаете, что не победите в конечном счете. Вот. А тут вам надо победителем быть в духовной работе. Вот здесь победа. Знаете? Но слабо верится. Значит, лень там. Но выбирайте. Никогда не поздно сделать правильный выбор.
Никогда не поздно. Таким образом, истинный смысл существования земного человечества – это переносить духовные плоды на тонкий план бытия. И до тех пор, пока продолжается духовное плодоношение, человечество будет существовать. Когда оно иссякнет, все, конец. Лавочка закрывается. Понятно, наверное. Есть плодоношение, земля будет стоять. Нет, все, то есть исчерпывает вся система. Так же, помните, мышиный рай, колонии бактерий тоже, 30% бездельников появляется, ну, которые, вот все есть у тебя, ничего ты не делаешь, ни в каком плане. Все, вся остальная колония бактерий гибнет, потому что 30% бездельников уже погубили всю колонию. Сейчас количество бездельников увеличивается вообще-то. Хотя суетность вот, изображения каких-то телодвижений, оно вроде бы говорит о том, что люди что-то делают, но пусть думают, что делают. Делать надо главное, вообще-то. Не забывая о главном, жить надо. А главное, теперь вы, наверное, понимаете, что такое. Вот если будет трудиться на духовной ниве, то будет все в порядке. Залипнут все на духовной ниве, не будет духовных плодов. Всему человечеству придет конец. Так что спасайте человечество правильным образом. Работайте, трудитесь духовно. Тогда вы участвуете в его спасении. Еще пока. Как когда-то мудро изрек украинский философ Григорий Сковорода, к счастью, Бог создал мир таким, что то, что нужно, не слишком сложно, а то, что сложно, не слишком нужно. А тайна всегда остается, но мы в состоянии максимально к ней приблизиться. Тайна должна быть всегда. Понимаете? Потому что творение никогда не станет 100% самим Творцом. Вот в этом тайна. Но приблизиться к ней можно, прям вот вплотную. При переводе вся тонкость и глубинная мудрость испаряются. Помочь может только одно – собственный гений. Но здесь она говорит о переводе родниковых источников истины на какие-то другие языки. Плохой перевод – это перевод, при котором из переведенного текста, меня тут поправляют, а я вот атомная энергия, переведенный текст. Понимаете, поправляйте меня иногда. А? Правильно? Вот и хорошо, видите, меня корректируют. Так вот, когда из переведенного текста испаряются вибрации истины, те вибрации, которые вызвали этот текст на родном языке. Вот если они испаряются, все, какими бы пышными словами там не переводил вот то, чем ты занимаешься, да, все это будет пусто. Подлинники, они были. Когда ты красиво переводишь, но вибраций этих нет, то будет красиво. Ласкать ухо может быть, высшее витальное может ласкать, но это будет пусто. Никакого импульса к действию, никакого отклика в сердце не будет. В сердце имеется в виду в истинной сущности нашей, вот, не в витальной. Вот. И чтобы это сохранить, чтобы сохранились вибрации подлинника, требуется духовный гений переводчика, который сам становится этим текстом и наполняет перевод вибрациями своей души, открытой Господу. Но для этого надо и тот, и другой язык, надо быть там свободным, понятно? Не просто быть переводчиком слов, но должен быть гений. Качество перевода вот Исаак Сирина на русский язык, оно страдает. Вот мне приходилось многие вещи
ну, мне понятные, но не особо удачно переведенные, мне приходилось их как-то переведенные. Приходилось, ну, как корректировать, что ли, немножко на великом и могучем нашем языке. Что не говори, а 90% жизни мы тратим на поддержку существования тела, на его сохранение. Так много внимания уделять инструменту, малопригодному для чего бы то ни было. Ну, она говорит о том, что упоенно занимаясь поддержкой существования тела, являющегося, по сути, это всего лишь инструментом духа, человек практически забывает само духовное начало, то есть забывает истинного хозяина нашего интегрального существа. Забывает, что он вообще существует, истинный хозяин. Мы всеми силами пытаемся сохранить то, что рано или поздно все равно потеряем. Парадокс, да? Парадоксальная вещь. Не лучше ли сначала реанимировать хозяина, хозяина, а уж он сам решит, как ему распорядиться со своим инструментом, на который он будет еще какое-то время солировать здесь, на материальном плане, пока это нужно. Пусть он занимается этим вопросом. Хозяин, что телу нужно, как нужно, в каких количествах, что лучше, а что вообще-то ему возбраняется. Понятно, наверное? Ну, вот нет, у нас хозяин не реанимирован. Вот. С телом мы варварски как-то разбираемся временами. Да? Тело, безусловно, требует некоторого внимания с нашей стороны, но молиться телесному здоровью, делать из телесного здоровья идола недопустимо. Это верный признак духовной незрелости. Когда рядом совсем никого нет, тело чувствует себя прекрасно. Оно словно растекается, никаких тебе границ, оно довольно. Наконец-то я могу не быть. Тело говорит. Присутствие рядом любого человека так или иначе вынуждает вас соприкасаться с вибрациями материального и витального мира. Вибрации материального мира могут быть больные люди с болезнями. Витальный мир – это всякие астральные, паразиты, разного рода эмоции, да, обязательно вот новое сознание, оно как-то ощущает на уровне вибраций вот все, что его окружает. И вот в большом скоплении людей это очень хорошо заметно бывает. Вот в перелетах, в самолете я очень ощущаю, то есть попадаешь в такую атмосферу, где хочется, чтобы это побыстрее закончилось. Ну, в людных местах, там всегда же суета, там витал 100%. В самолете еще боятся летать, там кто-то там со страхом сидит, кто-то хлопает, когда покойнички прилетели домой удачно. То есть все время напряженка какая-то, вот это чувствуется. Ну, вот такая жизнь суетная. Присутствие рядом любого человека так или иначе вынуждает действительно вас соприкасаться с вибрациями. Я говорю о новом сознании, с вибрациями, которые от него исходят. Вот. И только оставшись наедине со своей истинной сущностью, ты испытываешь это состояние, в котором твое сознание, форм какой-то единой, безусловно, и вибрации неподвижной, просто благодатно повсюду растекается. Это самое лучшее состояние. А физическое тело при этом вовсе не ощущается. А то, что ты называешь собою, то, что говоришь, это я это где-то далеко-далеко в беспредельности. Оно вот и спокойное, оно и здесь, оно и там, но очень далеко, беспредельно далеко. Особенно ярко это состояние при отходе ко сну ощущается.
или проявляется, когда в физическом теле замирают все клеточные реакции. Само физическое тело тоже готовится отдыхать. И физическое тело уже не мешает тебе быть везде и нигде. Потому что тело-то оно где-то ходит, где-то сидит, да? А тут вот ты уже его уложил, и ты везде и нигде 100%. Вот это ощущение в беспредельности, оно в полной мере проявляется. Ну, постепенно, везде и нигде-то и всегда. Но вечером перед отходом ко сну это 100% гарантия того, что ты будешь себя ощущать в этом состоянии именно так. У меня хватает гибкости, чтобы одновременно находиться в двух мирах. Да, это то, что мы вынуждены делать, мы вынуждены, не просто вынуждены там, насилием каким-то, в новом сознании пребывать и в физическом мире, сколько это будет угодно, опять-таки душе, как она этим распорядится. И мы, обладая новым сознанием, пребываем в социуме, да, и одновременно и в супраментальном мире, и то, и другое. Вот, и здесь супраментальный мир покоя, материальный мир со всеми его динамическими трудностями, все одномоментно. Но все действия твои в материальном мире, они исходят из состояния покоя, супраментального покоя и, соответственно, с принятием абсолютно правильных решений без участия ума. И со временем вот это состояние, новое состояние сознания, пребывание в материальном мире особых хлопот вам уже не доставляет, поскольку супраментальный покой, он целиком определяет ваше состояние. То есть из этого покоя вас ничто вывести не может. И в ряде нежелательных ситуаций ты можешь целиком погрузиться в состояние покоя и вовсе не контактировать с физическим планом бытия. Например, не соприкасаться с человеком, который находится рядом и пытается говорить тебе что-то неприятное. Раз и все. Он что-то говорит, а тебя это абсолютно не затрагивает и не касается. В конечном счете ваше сознание становится пластичным и само уже спонтанно определяет, какую ему позицию занять в какой ситуации. Не мы регулируем это дело. Вот это хороший человек, я тут должен дистанцироваться каким-то образом. Нет. Происходит саморегуляция в отношении, так сказать, блокировки каких-то нежелательных вибраций. Со временем это становится нормально. Идет настройка, что ли, на новый способ существования. И когда полностью настройка уже состоялась, никаких трудных моментов не бывает. Если человек отождествляется со Всевышним, и останется лишь одна воля, его воля Всевышнего, то, разумеется, он получит высшую власть. Всевышний использует людей, они воображают, что их желания изменяют обстоятельства, но так может думать только совсем невежественный человек, так что никакой власти у людей нет. Человек – орудие Всевышнего и не более того. Кстати, Всевышнего в распоряжении враждебная сила находится, все инструменты, то есть оркестр в полном, так сказать, формате. Так что люди-то думают, что они что-то могут. Они что-то могут, да, принять, как им кажется, правильное решение, но оно всегда будет либо плохим, либо очень плохим, но никогда неправильным. Если человек думает, что он принимает решение. Вот когда одна воля, тогда одно решение, правильное решение, без альтернатив, без трений. Вот до тех пор, пока есть своеволие эгоистическое, это беда. Вот с самого рождения, да, с самого рождения мы находимся во власти обстоятельств, честно говоря, да? Во власти обстоятельств мы находимся или нет? Они такие, сякие, пятое, десятое, и вы не знаете, что с ними делать, с этими обстоятельствами. Во власти обстоятельств, которые создаются вокруг нас,
в основном по воле кармической программы. То есть педагогическое действие не прекращается кармической программой до тех пор, пока мы не обретем свою истинную сущность и полностью не избавимся от эго. И как бы мы ни пытались выбраться из пут кармы, у нас ничего не получится, ибо это непреложный закон эволюции. То есть вся наша жизнь прописана по сценарию, который должен бы обеспечить нам выход на единственно верную дорогу, чтобы реализовать свой духовный потенциал. Но, увы, не зная законов духовной эволюции, не зная самого себя, то есть не зная человека, не зная этапов эволюционной трансформации, то есть не зная или не имея правильного духовного просвещения, мы даже, будь семи пядей во лбу, умными до невозможности, мы так и не выстроим свою жизнь в угодном Господу направлении. Понимаете? Не выстроим. А Он всегда будет пытаться корректировать нас до последнего, чтобы мы все-таки, пусть негативный, но опыт духовной нереализации получили, чтобы в следующем воплощении более сложная кармическая программа, возможно, заставит нас обратить внимание на внутреннее состояние. Понятно? Так что опыт любой, даже самый супер негативный, он всегда позитивный, для следующего воплощения. Что там будет, поглядим. Душе тоже интересно бывает. Сложные варианты разыгрывать. И глядя на некоторых людей, у которых все в жизни внешне укладывается, или правильно сказать, что внешне в жизни все складывается хорошо или удачно, хочется вроде бы им позавидовать, но не спешите никогда делать выводы. На них Господь или просто махнул рукой, или доводит их до крайней степени насыщения мирским духом, чтобы в одночасье лишить их всего, допустим. Вот накапливаешь мирского, потом раз и облом полный по всем каналам. Такое тоже бывает. Кармическая программа, она по-разному построена в реализации. Духовно одаренный человек обязан просто пройти через страдания. Вот просто обязан пройти через страдания. Страдать он будет до тех пор, пока его эго не прекратит свое существование. То есть страдание исходит от эго. Вот пока эго не прекратит существование, страдать человек будет. А это сигнал в СОС. Делом надо заниматься. Все, хватит. Сколько можно. И в конечном счете все-таки ты должен получить дар свыше, дар в исполнении получить власть Господа, тогда ты действительно становишься свободным. Ибо истинная свобода возможна только в божественном. В поле эгоизма свободы никакой нет и быть не может. Эгоистическое существование всегда находится под властью кармического закона. Всегда. А он не всегда ласков. Редко ласковым бывает. Вообще он по головке не гладит. Вероятно, мне хуже, чем остальным, потому что множество людей прилипло ко мне, подобно пиявкам. Мать всегда была объектом пристального внимания со стороны самых разных людей, и не только насельников ашрама, и чем дальше, тем больше, бесконечные визитеры, корреспонденты, в смысле писатели писем, почту она получала большую, беспокоили ее, причем часто по самым ничтожным поводам. Все это ее очень тяготило и мешало ей полностью сосредоточиться на той грандиозной внутренней работе, которую она вела в последние 1,5 десятилетия здесь, на земле, пребывая в теле. Ей трудно было.
Божественная благодать способна избавить человека от кармы, если он обратится к ней, к благодати, и не будет повторять свои неверные шаги. Действительно, только финально окончив путь и обретя, духовный путь я имею в виду, и обретя божественную благодать, то есть радость просто существования, радость просто жизни, да, ты выходишь из-под действия кармического закона. Кармический педагог прекращает наше обучение только тогда, когда окончательно передает нас в руки божественной воли. Все. Он передал, все, ученик родивый, экзамен сдал, пожалуйста. От божественной воли должна уже руководить не кармический закон, руководить и корректировать. Вернее, кармический закон большей частью корректирует нашу своеволие. Но когда наша воля отсечена и одна единственная воля осталась, то кармический закон, ему корректировать нечего, потому что есть одна воля, она ведет теперь нас по жизни. Все. Полномочия он сдает. То есть хотите освободиться от пут кармы, вариант есть. Беспроигрышный вариант. Прошлое может быть очищено и лишено способности воздействовать на настоящее, но лишь при том условии, что человек остановит в себе дурную вибрацию и не будет воспроизводить ее до бесконечности. Вот о чем она говорит? Она говорит о дурной вибрации, во-первых. Дурная вибрация – это вибрация, которая продуцируется нашей эгоистической сущностью. Эго всегда проецирует дурные вибрации. Они могут быть хорошие с точки зрения человеческой, правильные, да? Вот. Но они дурные всегда, потому что они не согласуются со Всевышней волей. Это наша эгоистическая своеволие. Вот она говорит, прошлое может быть очищено, да, и лишено способности воздействовать на настоящее, то есть кармический закон может прекратить свое существование, а он же как-то из прошлого действует, да, на настоящее, то есть до тех пор, пока корректировка настоящего не произойдет, а кармический закон выстраивает нашу судьбу из прошлых опытов воплощений. Понятно, наверное? Вот когда это произойдет, когда корректировка полностью состоится, то тогда прошлое не будет влиять на настоящее. Но это когда дурные вибрации или эгоистические вибрации перестанут быть руководством к действию. А это практика абсолютного смирения, то есть кармический закон подвергает нас многим испытаниям, в смысле, так сказать, недовольства происходящим, там много разного рода вещей, которые мы должны принять со смирением, еще поблагодарить Господа. И только при условии абсолютного смирения мы способны в конечном счете освободиться от пагубного влияния, как говорит мать, эгоистического прошлого на наше настоящее. И смиренное принятие настоящего, что бы с нами ни происходило, очищает нас от прошлого. Знаете, вот очень простая вещь. Смиренно принимайте настоящее, неугодное вам как по-человечески, но заслуженное. И тогда вы очищаетесь от прошлого. Все, кармический закон перестает существовать. Тоже вещь очень простая. Безропотное принятие настоящего – единственный действенный способ рассчитаться с прошлым. Еще не забывайте за все его благодарить, за все, что с вами происходит в этой жизни. Как за плохое, так и за хорошее. Потому что это обязательная кармическая педагогика. Сразу-то, может быть, не поблагодарите, сделайте паузу. Вспомните, что это кармическая педагогика, тогда благодарите. А так механически не надо благодарить, а то вы научитесь механически благодарить, не понимая, что, в общем-то, это урок. А только «Господи помилуй», «Господи», и тут тоже «Благодарю Тебя, Господь». Это же можно дойти до глупости, правильно? Вы поймите, за это надо благодарить, потому что что-то в этой ситуации твое занозистое вылезло, понимаете, наружу. И так поблагодарите, и больше это уже не будет. Не быстро, не механически благодарите. Когда говорят благодарить, тут надо все-таки, разобравшись, благодарить-то. Не спешите ругать первое, а уж потом поблагодарите.
И вот слово «за что» вообще это уберите. За плохое поведение. За неправильное поведение. То есть всегда есть за что, до тех пор пока. Ясно? Многоточие. Необходимо оставить все, усилия, интеллект, знания, стать совершенно несуществующей. Но она говорит здесь о духовной работе, а то мы думаем, что необходимо оставить все там, по жизни, пока у вас еще ничего нет, а вы тут все еще это оставили, сидите дома, оставив все. Просто в конечном счете все усилия волевые, интеллект, знания наши, они должны прекратить существовать в части духовной реализации. Они к этому ничего не прибавят, а лишь будут вас тормозить. Ясно? То есть в духовной работе интеллект, он должен быть тоже выключен. В духовной работе я не говорю, что до тех пор, пока вы там где-то работаете, там, где интеллект нужен как инструмент, вы его тоже не должны использовать. Потому что мы говорим о духовной реализации. Интеллект в конечном счете должен быть превзойден. И когда появляется новое сознание, рождается новое сознание, спонтанно, так сказать, действующий интеллект, он просто может это оформлять в какую-то форму, в готовую форму, но никак не производить это. Он это не выдает, он просто формообразует что-то, понятно? Так же, как художник, там, может, что-то там капнуло, и вот он нарисовал или зафиксировал, да, но капнуло свыше. Так что усилия, интеллект и знания – это продукт нашего эго, это продукт эгоистического накопления, то, что в памяти мозга существует. И цепляться за это, то есть пытаться цепляться за эгоистическое прошлое, быть в нем и жить в нем, это значит обречь себя на старый способ существования и на духовное бездействие. Когда тебя нет в прошлом, ты полностью открыт божественной силе. В прошлом это то, что, так сказать, в памяти мозга хранится, то, что хранится в наших структурах, которые пытаются, в структурах мозга, что пытаются пронировать, так сказать, из прошлого наше будущее. Все это должно быть оставлено в конечном счете. Да? Вот, настоящее, свободное от прошлого, это и есть эволюционное будущее. Какая тонкость! Словно стоишь на границе двух миров или двух аспектов одного и того же мира. Сделаешь вот так, она руку вправо отклоняет, все гармонично. А вот так, кругом абсурд, бессмыслица, муки. Но это одно и то же. В одном случае тебя, и не только тебя, но весь мир уносит в свете блаженства к вечной реализации, а в другом все жестко, тяжело, болезненно. И это одно. Одни и те же материальные вибрации, обстоятельства. Она здесь очень тонко и образно говорит о своем пребывании в тленном материальном теле и в новой вибрационной структуре. У нее еще окончательное переселение не состоялось в новую тонкую вибрационную структуру, она еще снует из одного места в другое, из материального сознания в супраментальное. Вот. К этому времени она действительно, вот на тот момент, когда она об этом говорит, она еще не переселилась полностью в новую структуру, вот, а пребывает в ней периодически. И это дает ей возможность сравнить эти два состояния, просто сравнить, насколько они контрастно друг от друга различны. Вот. Это снование из одного тела в другое, еще раз подчеркиваю, дает ей возможность сравнить, пребывая на разных планах бытия, вот, как старая жизнь и как новая жизнь. Пребывание в физическом теле ощущается как мрачное, тягостное, мучительное, кругом видится абсурд, нелепицы, страдания. Это видно. Потом вдруг раз переключается сознание, то есть она переселяется мгновенно в новую структуру, материальный мир тот же самый,
Ничего в нем не изменилось, но восприятие совершенно другое. Восприятие в одно мгновение. То есть вот наше восприятие мира, страдальческое и болезненное, сквозь ментально-витальную призму, вот оно это классика вот старого мира. Новое сознание, этого нет. В нем нет, оно не так воспринимает мир, как старое, через ментально-витальные ощущения, через органы чувств, все то, что связано с физическим телом и с нашей эгоистической структурой, которая сформирована, ведь где формируется? В памяти мозга. Когда старческая деменция или какие-то процессы запустевания в мозгу или травмы, они убирают эгоистичность сознания, потому что структура эго, она формируется в связях головного мозга, основы. Понятно? Там она формируется. И вот материальный мир, вот мы связаны с материальным миром через посредством ментально-витального эго. Вот каков мир, вернее, каково эго ограничено в своих, так сказать, вот, возможностях восприятия. Таков и мир, так мы его воспринимаем. Нет эго, восприятие совершенно другое. Это болезненное восприятие мира у нас в силу эгоистичности нашего существования. Все плохо, все ужасно, все страшно. А то вдруг в одно мгновение, раз новая структура, мозг выключается, нет, он не работает. Видите, как все замечательно? Она очень хорошо на контрасте этих двух состояний говорит нам о том, кто мы в прежнем своем статусе и кто мы в новом, когда занимаемся делом. Понятно? Это очень редкий момент в описании вот этих двух состояний одновременно. Вот чуть сдвинулось, да? Включается опять старая структура. Старая структура, все плохо, все ужасно. Вообще ничего не меняется в мире-то, ничего не изменилось. Восприятие меняется, то есть частота волновая. Эго все воспринимает искаженно, все абсолютно. Вот так. А когда процесс восприятия становится чисто вибрационным, вот новым сознанием, уже без участия мозга, без участия телесной физиологии, без участия нервной системы, тогда тот же, абсолютно тот же окружающий мир полнится блаженством, благодатью. Тот же мир, те же условия, те же обстоятельства, вроде бы. Вот в качестве примера можно привести некоторую сравнительную аналогию с состоянием алкогольного опьянения, когда благостная эйфория начального периода опьянения быстро сменяется тягостным погружением во мрак. Раз, все мрачно. Вроде бы, а потом раз и мрачно. Ну, вот примерно так. Такое контрастное ощущение или восприятие мира. Ну ладно, хватит сегодня. Спасибо. Хватит?